Икону Влахеренской Божьей Матери внесли в Бедийский храм. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой, а в Константинополе во Влахеренском храме она прославилась многими чудесами. На самом деле для всех верующих этот подарок стал чудом. Сам Бедийский храм полноценно не работает, и поэтому здесь отсутствуют иконы. Но в то же время храм является одним из самых древних святилищ Абхазии с большой историей. Элисо Пачулия, наша соотечественница, родом из Очимчиры, признается, что всей душой любит приезжать на родину. Это уже не первый подарок Элисо. Ранее она уже заказывала икону для храма в селе Моква. Мы приехали как-то сюда, и в храме я увидела, что нет иконы главной. И обратилась к иконописцу, которая ранее делала нам уже икону для Мокского храма. И мы стали писать. Так как здесь вообще нет икон, решили сделать большой формат, чтобы это было значимо, чтобы она была большой, когда ты заходишь, чтобы ее было видно. Вот. Мы ее писали долго. Иконописец Татьяна Ивановна человек такой верующий, вот, и получила благословение у владыки, и пишет давно. Бедийский храм был освящен в честь Влахерской иконы Божьей Матери. Это почитаемая в православии икона, которая считается чудотворной. Об ее истории можно говорить часами. Она действительно очень интересная. Верующие встретили икону Влахерской Божьей Матери со всеми почестями и с превеликой радостью. Перестали быть верующими. И по сей день фактически вы неверующие. Нет, конечно, есть верующие, я должен отметить, вот сегодня икона была привезена не случайно же. Это же наши с вами земляки, землячки организовали. Это верующие люди. Тот, который верует, он никогда не теряет связь с родными, с родиной и со своими ближайшими людьми. Конечно, они есть, и слава Богу, что они есть, и благодаря них, возможно, Абхазия в будущем получит серьезное развитие. За прошедший месяц в Бедийском храме это уже второе знаковое событие. 18 августа здесь прошел оперный концерт Хиблы Герзмава, который не оставил равнодушным никого. Несомненно, Бедийский храм возродится и станет еще более посещаемым местом для всех православных христиан. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.